Добрый день. Я рада здесь приветствовать, рада, что меня подключили к этому замечательному курсу о критическом мышлении. Это действительно очень важное умение аргументировать, умение задавать вопросы, ставить под сомнение. И это умение критически мыслить, оно обычно делает более качественным процесс обучения и более качественными делает решения, которые мы принимаем на основе критического подхода. Арда Иналыпа, психолог, выпускница факультета психологии МГУ имени Ломоносова, член первого состава Президиума Народного форума Абхазии Айтгалара, соучредитель общественной организации «Союз творческой молодежи Абхазии», соучредитель Центра гуманитарных программ, участник гражданского грузино-абхазского диалога, участник международных конференций по психологии и конфликтологии, автор ряда публикаций по вопросам национального строительства, грузино-абхазского конфликта и гражданского участия. Многие из вас слушали предыдущие лекции. Очень много аспектов, да, у этого понятия. Мы постараемся поговорить на несколько тем. Может быть, немножко много я запланировала, но постараемся как-то все-таки успеть охватить. И вам говорили о манипуляции, да, как, например, все-таки не становиться жертвами этих манипуляций, понимать, да, как меняется информация, кто специально ее меняет в своих целях и так далее, чтобы не быть вот таким наивным слушателем. Мы должны критически относиться и к своему собственному восприятию, и к своему собственному пониманию, и к своим собственным оценкам, потому что бывают какие-то специальные, намеренные искажения, но бывает очень много просто ошибок восприятия, на которых мы потом основываемся и приходим не всегда к верным выводам. Сам процесс восприятия, он, в общем-то, одинаков у всех, наши анализаторы сенсорные воспринимают информацию и так далее. Но то, что мы понимаем, то, что остается в нашей памяти, то, с какой оценкой это у нас остается, это очень индивидуально. Это индивидуально и зависит от многих факторов, например, от нашего опыта, нашего эмоционального состояния, наших мотивов, наших интересов, нашего негативного опыта общения с кем-то и так далее. Это надо обязательно понимать и учитывать. Есть такое понятие, как установка. Это вот готовность воспринимать определенным образом какие-то события, какие-то объекты и так далее. Она есть у всех, эта установка. И у многих она разная. Но мы не всегда ее учитываем, что она влияет на наше восприятие. Например, установка очень зависит от контекста, в котором мы воспринимаем то или иное событие, ту или иную информацию. На очень маленьком примере я хочу показать об этом. Значит, если я нарисую здесь вот два вот такие... Что здесь нарисовано? Скажите, пожалуйста. Цифра 13. Цифра 13. Хорошо, да, вот 11, 12, 13, 14, 15. Абсолютно нет никаких сомнений, да? А если я так напишу? То как мы прочтем этот ряд? Алфавит. А, Б, В, Г. Ну, здесь немножко у меня разное получилось, но в принципе обычно как делается этот эксперимент? На такой доске смываемой, да, пишется просто один такой знак, да, и потом два человека выходят, ты пишешь здесь ряд цифр, заходит один человек, он читает цифры и воспринимает этот знак как 13. Затем ты стираешь эти цифры, пишешь буквы, второй человек заходит, и он читает буквы. То есть что, вот мне интересно, что говорит, о чем говорит этот очень маленький, но на самом деле очень иллюстративный эксперимент. О разнице мышления, о контексте. Да. О важности контекста, что совершенно тот же самый объект. То есть что значит объект? Это может быть информация какая-то, это может быть человек, это может быть его поведение, это может быть его слова, да, на которые мы в одной ситуации обидимся, в другой ситуации мы обрадуемся. То есть он абсолютно
ярко демонстрирует, насколько важна вот эта установка, которая уже сложилась из контекста. Вот контекст этих цифр, он заставил нас увидеть в этом символе цифру 13. А контекст букв, он заставляет нас воспринимать этот символ как букву «В». Что это означает? Что иногда, когда мы видим какого-то человека в каком-то окружении, да, то мы ему начинаем приписывать те же самые свойства. Да? Или какое-то поведение в какой-то ситуации, которую мы определенным образом воспринимаем. Это значит, что действует установка, стереотипы. Да? Что такое стереотипы, вы знаете, да? Это такая упрощенная оценка, да, упрощенное суждение о каких-то объектах, о каких-то явлениях, событиях и так далее. Стереотипы имеют, конечно, и положительное значение, потому что они упрощают процесс восприятия, процесс деятельности и так далее. Но главное, что для чего я сегодня об этом говорю и вспоминаю, чтобы мы понимали, что у всех у нас есть стереотипы, у всех у нас есть установки, у всех у нас есть вот какой-то свой личный опыт, который иногда не позволяет воспринять во всем объеме, во всех, так сказать, аспектах информацию. Вы могли бы привести какой-нибудь пример, когда вы неправильно что-то восприняли, и это как-то повлияло на ситуацию? По мне, чаще всего это происходит в момент ссоры или какого-то конфликта, то есть когда ты на эмоциях находишься, и человек пытается тебе донести какую-либо информацию, но ты не хочешь, не можешь на данный момент воспринять, понять это, потому что ты находишься не в том эмоциональном состоянии, чтобы что-либо принимать. Да. Да. И знаете, когда вы это понимаете, да, что был такой момент, что вы тоже воспринимали не совсем объективно ситуацию, это помогает вам потом восстановить отношения? Правда? А если вы думаете, что это было абсолютно верное ваше решение, что он действительно тогда был тотально неправ и несправедлив, там ваш друг и так далее, то вам очень сложно будет как бы... Как установка идет, получается. Да, это как установка. То есть вот это первая часть, главный вывод, чтобы вы старались отслеживать в себе. Вот вы приступаете, допустим, к чему-то. Кстати сказать, в учебе это тоже очень важно. Иногда наша установка, что эта тема мне не по силам, что я, допустим, не знаю математику и так далее, я не смогу это понять, я не смогу, и все это закрывает наши возможности. Иногда вот установку называют вот таким окном, да, через которое мы видим, но все остальное закрыто стеной. То есть наши установки очень часто ограничивают наше восприятие. То есть очень важно отличать ограничения, связанные с нашими психологическими установками, от реальных. Да, действительно, у кого-то нет голоса, он не может стать оперным певцом. Но очень часто мы делаем там ограничения, где это не важно. То есть о чем я говорю? О том, что критически надо относиться, критически в том смысле, разделяя, да, анализируя на какие-то составляющие, к своим особенностям восприятия, к своим суждениям и так далее. Очень часто вот эти установки, стереотипы, они похожи на те установки, которые разделяют наши близкие. Это понятно, потому что мы хотим больше общности, больше единства и так далее, но не всегда это отвечает нашим внутренним, допустим, позициям, принципам и так далее. И это тоже очень важно отслеживать в себе. В какой-то критической ситуации иногда бывает важно все-таки понять, что думаю именно я и так далее. Вторая тема, которую я обозначила, это особенности социологических экспериментов и как надо критически относиться к результатам. Дело в том, что вообще в последнее время, в последние годы можно сказать, что человеческое сообщество переживает такой социологический бум. По поводу всего у нас вот проводят, не у нас, в Абхазии не очень это как-то развито, но тем не менее тоже нередко проводятся социологические исследования, но в принципе во всем мире, в разных странах социологические исследования часто становятся опорой там, и для власти, для проведения какой-то политики и так далее. В принципе, даже казалось бы, что это
способ узнать мнение народа, большинства, населения и так далее. Но очень часто даже тираны, авторитарные лидеры, они используют эти социологические исследования для того, чтобы сказать, что я действую от народа. Очень часто вот авторитарное управление тоже базируется на вот этом утверждении, что я, так сказать, не по своей воле, а потому что народ так хочет и так далее. Но чтобы получить такие данные, да, чтобы показать, что действительно, мол, якобы опирается на мнение народа, нужно предъявить обществу вот эти социологические результаты социологических опросов и так далее. Но здесь вот я хочу, чтобы вы это не забывали, когда вам встречаются какие-то результаты, что есть очень много моментов, когда результат социологического исследования бывает искаженным, неверным. Иногда это происходит просто потому, что была случайная какая-то ошибка на стадии планирования, а иногда это сознательное. Вам когда-нибудь представлялось, вот, бывало ли так, что вы знакомитесь с результатами социологического исследования, и вы понимаете, что результаты вот, не очень как-то верится в эти результаты? У кого-нибудь бывали такие вот впечатления от знакомства с результатами? Да. Да? Да. Но я всегда стараюсь очень относиться к этому, то есть обдумывать. Может, я на самом деле не осознаю то, что там, какой результат Понятно. и пытаюсь как-то обдумать это. Ну, вообще надо сказать, что, конечно, социологическое исследование вообще очень сложное дело. И для того, чтобы в результате получить данные, которые объективно отражают состояние общества, общественное мнение, да, распределение, разброс каких-то мнений, то действительно нужно очень продуманно это исследование подготовить. И здесь могут быть ошибки на разных этапах. Начиная вот с первого этапа, когда вы только задумываете, каким методом вы хотите исследовать тот или иной вопрос. Вы знаете, что есть количественные методы, когда просто вот задаются вопросы, анкетирование, иногда это делается по телефону и так далее. А есть качественные методы, когда гораздо меньше респондентов участвует, но есть возможность более глубокого ознакомления с его мыслями и мнением, и знаниями там, той или иной информации. Так вот, иногда, если экспериментатор выбирает количественный метод тогда, когда нужно было бы глубокое качественное исследование, то результат уже будет не тот. Потом, если количественный опрос, да, вот анкетирование, особенно если это там, телефонное анкетирование и так далее, или приличные встречи, проводится в авторитарном государстве, где есть как бы осуждаемые какие-то мнения, где очень четко, так сказать, внушаются обществу, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя, то, как вы думаете, можно будет доверять этим результатам? Да, потому что, допустим, вам звонят. Да, звонит какой-то анонимный исследователь, говорит, что он тоже проводит анонимное исследование, но телефонный номер, он идентифицирует вас, да, или там вашу семью и так далее. И человек понимает, что эти данные, они могут быть использованы против него. То есть он может сознательно, ну, кто-то отказывается, а кто-то сознательно искажает и говорит, лучше мне не нужны проблемы, лучше я отвечу так, как все. То есть, значит, выбор определенного метода должен опираться на анализ того, какой порядок, какова ситуация в стране, в этом обществе и так далее. То есть уже на стадии вот такого выбора метода уже могут закладываться ошибки, которые мы потом получим в результатах. От выборки, да, сколько человек принимают участие. Например, там миллионное население, приняли участие 100 человек, и выводы делаются, как бы распространяются на всю генеральную как бы совокупность, на все население.
Потом последовательность вопросов очень важна. Если вначале, так сказать, задаются вопросы об очень критических ситуациях в стране, и потом спрашивают, ну, как вы считаете, как там управление в этой стране, естественно, что большая вероятность негативной оценки, чем если бы эти вопросы были бы поставлены в другом порядке. Потом в самом вопросе может содержаться уже какая-то оценка, или вопрос может быть наводящий. Допустим, согласны ли вы с таким как бы нарушением традиционных ценностей, как продвижение женского лидерства? То есть здесь уже содержится негатив, и человек уже как-то будет опасаться ответить положительно, если он даже так и думает. И, конечно, очень важно на этапе интерпретации данных, когда нужно сопоставлять разные ответы на разные вопросы и так далее. Очень важно еще посмотреть, иногда там очень сейчас любят так визуализировать результаты, и такие графики показывают, гистограммы и так далее. Иногда очень впечатляют они, а когда ты начинаешь разбираться, оказывается, если бы они сдали другой масштаб, то вы бы увидели совершенно другую картину. Там, допустим, рост производительности там не такой большой, или там заболеваемость, наоборот, очень высоко поднялась и так далее. Это зависит от координат, от того шага и так далее. То есть я призываю вас, когда вы встречаетесь с социологическими результатами социологических исследований, критически разобраться в том, как было проведено это исследование, каким методом, каким образом, какая анкета, если это важные результаты для вас. А надо сказать, что прибегают к этим социологическим исследованиям все, даже Гитлер, он проводил исследования, потом на них он опирался. Понятно, что это было, конечно, очень фальсифицировано, это происходила такая манипуляция общественным мнением. И сегодня в КНДР проводят, и там получают 100% поддержку и так далее. Они ведь получают, люди отвечают, кто-то исследует, но все это абсолютная фикция, поэтому будьте бдительны в этом отношении. Это не означает, что ко всем надо относиться так, это просто означает, что люди, которые этим занимаются, они должны быть очень квалифицированными и не должны совершать ошибки или даже какого-то сознательного манипулирования. Я хочу рассказать о таком феномене, как огрупление мышления. Слышали вы когда-нибудь об этом, да? Впервые, значит, такое понятие ввел Ирвин Дженнис в 1971 году, изучая на материале современной американской истории такие ошибочные решения. Он задался вопросом, почему политики высокого уровня, кому доступны были лучшие эксперты страны, тем не менее принимали очень опасные, ошибочные решения. И оказалось, что есть какая-то специфика, какое-то сходство в тех ситуациях, в которых происходил как бы анализ той проблемы, которую они пытались решить и так далее. Вы знаете, что даже если бы не было вот этого феномена огрупления мышления, даже вот этот Челленджер, помните, когда взорвался, вот этого не случилось бы, потому что на каком-то этапе было принято просто неверное решение. Очень коротко я вам скажу об этом. Какие условия возникновения? Обычно такое решение принимается, и вот этот феномен огрупления происходит в закрытой группе, престижные, члены которого гордятся тем, что они входят в эту группу. Обычно это группа такого достаточно высокого уровня. Эта группа вот находится в такой самоизоляции. В этой группе есть очень авторитарный лидер, мнение которого, так сказать, вот, принимается всеми без критики. И они отказываются от внешней экспертизы принимаемых решений. То есть симптомами вот этого огрупления мышления является то, что они переоценивают свою группу, переоценивают не только как интеллектуально высокую группу, но и то, что она очень нравственная, что она вот на самых таких высоких моральных принципах работает. Это, вот, кстати, убежденность в том, что именно именно мы, вот такие самые нравственные, моральные, часто эти люди потом готовы идти на какие-то нарушения, да, даже каких-то норм, иногда даже и законов, потому что им кажется, что вот эта
их высокая мораль, она оправдывает это, потому что у них цель такая высокая и так далее. Вот. И сами могут игнорировать какие-то этические нормы. В этой группе обычно очень сильное групповое давление. Что это означает? Если вдруг кто-то осмелился покритиковать или сказать: слушайте, а вот мне кажется, мы здесь ошибаемся, то тут же начинаются насмешки, какой-то сарказм и так далее. И человек потом себе дороже, что называется, высказывать это мнение, он начинает молчать и придерживаться мнения большинства. То есть вот таким образом инакомыслие внутри группы, оно подавляется. И что получается? Как вы думаете? Вот что получается в результате такой группы? Интеллектуалы с прекрасным образованием, прошли великолепную карьеру. То есть это влияние социума, влияние той группы, в которой находится человек. Особенно если это авторитарный стиль, то всякие высказывания со стороны коллег, они были наказуемы и, наверное, на сегодняшний день являются наказуемыми, так как там есть один лидер, и все прислушиваются ему, он все решает самостоятельно. Я думаю, влияние вот этого и влияет на групповое мышление и критичное. Спасибо, все верно. Что? Инакомыслию нет. Да, и даже не просто инакомыслию, да, инакомыслие это как бы вот целая такая уже как бы система иных взглядов, а даже какого-то критического осмысления, критического высказывания какого-то мнения по поводу самого процесса. То есть вот это какая-то самоуверенность, с одной стороны, с другой стороны, у них обычно формируется такое пренебрежение к другим окружающим, допустим, к какой-то конкурирующей группе и так далее. У них уже вырабатываются какие-то способы рационализации, они аргументируют, если кто-то, допустим, высказывается не так, то что не совпадает с их мнением, они находят аргументы логические и так далее, чтобы лишь бы не поменять то, что у них уже формируется. Вы что-то хотели сказать? Нет? Они загоняют себя в рамки, и они не могут выйти дальше своей группы, то есть они как бы таким образом как-то притупляют свое мышление. Да, на самом деле вот складывается впечатление, что такое единодушие в этой группе. Но это не истинное единодушие, потому что работает самоцензура и работает давление группы. Да, внешне кажется, что все они думают одинаково, но на самом деле нет. И обычно в этих группах возникают такие, ну вы знаете, что в каждой группе как-то такой стихийно происходит распределение ролей, да? И вот в таких группах обычно возникают люди, может, это один человек, так называемый защитник информации, да, который отбрасывает или ставит заслон перед той информацией, которая может разрушить их вот такой интеллектуальный процесс и так далее. Событие, которое анализировал Дженнис, это было вторжение на Кубу, и тогда вот буквально то, что происходило в кабинете Кеннеди с его окружением, ложится в эту теорию. Вот. Ну, таким образом, что получается? Что особенности вот, функционирования такой группы, они мешают вот, реально обсуждать альтернативную какую-то информацию. Они настолько уверены в том, что их путь мышления, их предложения вот, уникальный, единственно верный, что обычно они не готовят какой-то план «Б». Они не разрабатывают какие-то альтернативные формы решения вот, проблемы, которые их интересуют. Но и Дженнис сформулировал несколько рекомендаций, как избежать того, чтобы, в общем-то, хорошие профессионалы, интеллектуалы не попали бы вот в такую ловушку и не получилось бы в результате какое-то неверное решение. Но быть беспристрастным даже по отношению друг к другу, насколько бы вы не были там друзьями, близкими и так далее, все-таки как бы истина превыше всего. Не недооценивать противника, если там есть проблема, связана с какой-то конкуренцией и так далее. Поощрять даже критическую оценку, не то чтобы ее избегать, а поощрять, потому что она может улучшить качество принимаемого решения. Даже они иногда назначают специально
адвоката дьявола, да, человека, который ко всему, так сказать, цепляется, ставит вопросы, сомневается, вот именно то, что называется критически мыслит. Тщательно рассматривать все альтернативные решения, возможные решения. Периодически дробить эту группу на несколько небольших, чтобы они отдельно приходили к какому-то результату, к какому-то выводу, а потом в общей группе они бы уже сравнивали результаты своей работы. И тогда уже было бы понятно, что они не отсекают какие-то важные пути решения. Приветствовать критику и тех, кто не входит в группу, сделать возможным доступ к критической информации извне, экспертов извне. Сейчас, вот, когда планируют решение каких-то очень важных вопросов, судьбоносных вопросов, обычно заранее даже не допускают каких-то экспертов к ходу принимаемых решений, и на каком-то этапе, когда уже готово решение, они устраивают вот такое обсуждение вместе с внешним экспертом. И еще устраивают так называемое обсуждение последнего шанса, когда уже нужно принимать реальное практическое решение, они собираются последний раз и говорят: все, у нас последний шанс обсудить. Вот, может быть, все-таки у кого-то есть сомнения, может быть, есть что-то, что мы можем усовершенствовать. И вот на этом совещании последнего шанса иногда бывает, что все меняется и так далее. Они работают вообще сами по себе, вот эти все пункты, которые вы перечислили? Знаете, если их как бы действительно не избегать неформально, то они работают, несомненно, потому что они позволяют вот расширить эти рамки. Во-первых, альтернативные решения рассматриваются, не просто исключаются на самом первом этапе, а они анализируются, какие за и против, какие плюсы и минусы, к чему это приведет и так далее. То есть это больше, в этом отношении больше работы, конечно, больше вариантов, больше сравнений, но и больше серьезных аргументов и так далее. Так что это работает, но что я хочу сказать, сами по себе вот эти феномен конформизма в группе, феномен подчинения лидеру, это все остается. Даже если вы это знаете, да, это все равно действует. Настолько это такие сильные психологические феномены, что очень сложно, только редким сильным личностям удается избежать, допустим, возразить авторитарному лидеру очень сложно, правда? Но тем не менее кто-то ведь может это сделать. Ну, вот в нашем обществе это возможно? Возразить авторитарному лидеру? Конечно. Ну, смотрите, я думаю, что все гораздо проще. Законы физики. Большое притягивает малое. Вот личность, которая генератор идей, лидер, он большой человек, и к нему малые люди притягиваются, может, он в чем-то ошибается, но они за то, что он вот как-то большой человек, они тянутся к нему и не смеют возразить, хотя в глубине души, может, они как-то понимают это, или если даже скажут, как вы сказали, получат такую критику, которую они не смогут возразить или же понести с собой. За это они молчат. У нас тоже, по-моему, в обществе очень многие видят, что есть большой человек, к нему притягиваются. Ну, невозможно, чтобы вот в виде этой группы, находящиеся там люди довольно-таки образованные, да, не могли не видеть каких-либо ошибок. Но эти ошибки не говорятся. Да? С чем это связано? Это довольно образованные люди, которые могут и знают, о чем вы сейчас говорите. Но это не работает. А закон физики большое притягивает малое, вот это больше работает, на мой взгляд. Мне кажется, это вообще не про нас. И не про наш народ, потому что у нас на сегодняшний день каждый имеет право голоса, и от мала до велика выступают и высказывают свое мнение, и на самом деле это хорошо, я думаю. Это неплохо, что у нас нет каких-то определенных групп, которые загоняют, особенно молодежь, в рамки, ставят перед ними какие-то конкретные задачи и занимаются их воплощением. Каждый сегодня в нашей стране, благо, имеет право голоса и может показать себя, и может высказать и рассказать свою точку зрения. Нет такого мышления, что вот сказал один, и все должны за ним последовать. Значит, у вас в курсе нету такого лидера? Мне кажется, вы оба правы, потому что
я согласна со Сланом, что находясь в команде рядом с лидером, у нас очень мало кто высказывает какое-то альтернативное мнение. Но я думаю, что это не только по законам физики, но и потому, что люди имеют и какие-то свои личные, иногда корыстные интересы. Это уже не совсем физика, это другое. Да. Вот. А люди как бы из разных слоев общества все-таки, мне кажется, больше высказывают, чем сравниваешь с другими странами. Мне кажется, у нас в этом плане хорошая ситуация, сложная очень. Таким обществом очень сложно управлять, несомненно, но в этом обществе дышать легче. И я надеюсь, что это сохранится, и мы понимаем, что это ценность. И ценность действительно основаны на наших национальных традициях, на национальных традициях связи разных слоев социальных друг с другом, уважения к людям мыслящим и умеющим брать ответственность за общество, за страну и так далее. Так что я очень надеюсь, что мы это сохраним. Хотя все внешние тенденции против этого. И не всегда только внешние, иногда внутренние. Да. В связи с тем, что мы говорили, хочу вас ознакомить с теорией спирали молчания. Ее внесла, так сказать, в социологическую и политологическую мысль исследовательница, политолог, социолог немецкая Элизабет Ноэль-Нойман. Это, значит, называется спираль молчания. Иногда говорят нисходящая спираль молчания. Она исследовала выборный процесс в Германии и обнаружила, что иногда есть такое представление о мнении большинства, которое не отражает реальность. Нам благодаря активности каких-то средств массовой информации, каких-то политических групп, которые навязывают свое мнение, у людей может сложиться, что вот я как бы за другую политическую там силу, но оказывается моя страна, мое общество, они голосуют, поддерживают оппонентов, тех, кого выбрал я. И есть такое исходное как бы желание человеческое все-таки быть с большинством. Это вот врожденное наше, как бы, мы коллективное существо. Но очень сложно с этим, как бы, этому противостоять. Люди не хотят оставаться в изоляции. Вот Ноэль-Нойман говорила, что вот эта спираль молчания, она именно сформирована на том, что люди боятся вот этой изоляции. Они хотят быть с большинством. И то, как они понимают, что думает большинство, они к этому большинству присоединяются. Вот посмотрите, чтобы вы понимали эту спираль. Есть с их точки зрения, с точки зрения людей, избирателей, там, участников политического процесса, преобладающее общественное мнение. Вот это преобладающее общественное мнение, оно оказывает давление на каждого конкретного человека, на его способность и готовность свободно высказаться. Если он согласен с этим преобладающим мнением, он легко высказывается. Да, я тоже, так сказать, вас поддерживаю и так далее. Если он против, то он начинает молчать. Либо он не участвует в этих процессах, допустим, просто не пошел на выборы. Либо он выбирает того, кто, как он думает, относится к партии там, или какой-то силе, преобладающей в этом. Но самое главное то, что этот человек, который выбрал молчание, он, может быть, ошибается. Может быть, его мнение — это мнение большинства. Понимаете, что я хочу сказать? То есть из-за того, что у кого-то, допустим, есть очень сильные позиции там, на телевидении, средствах массовой информации других и так далее, в интернет-ресурсах и так далее, складывается, они создают впечатление, что мы, так сказать, хозяева жизни, вот у нас поддержка. И тогда люди с иным мнением, которых может быть большинство, они начинают молчать. И все. И если ты промолчал, вот, допустим, в какой-то маленькой группе говорили, да, на какую-то тему, как вы относитесь там, к этому деятелю общественному, и вы промолчали, вы не сказали, что вы его поддерживаете, да? Значит, вы тоже вот эту спираль как бы усилили, потому что ваше молчание увидел ваш сосед, который на самом деле думал, как вы, но вы промолчали, и он подумал, ох, вот, Аслан тоже, оказывается, их поддержит. Я тоже тогда промолчу. Он промолчал, промолчит еще другой. Понимаете, как это распространяется, наше вот это молчание, наша боязнь быть в меньшинстве и наше желание быть с большинством. И какая как бы мораль вот этой теории? В том, что нужно, конечно,
на ложных вот этих представлениях никогда не строить свой выбор, ни политический, ни общественный, там, ни личный и так далее. То есть нужно все-таки понимать, во-первых, значимость своего голоса. Очень часто нам кажется, что мы знаем, как думает большинство. Это иллюзия. И очень часто журналисты так представляют. Вот, большинство в нашем обществе думает так-то. А кто знает, большинство или меньшинство? И так далее. Вот этот политик обладает или пользуется там какой-то бешеной популярностью. Тоже это не всегда правда бывает. Это вот навязанное. Мы часто очень отражаем то, что несется к нам там, с экранов и так далее, или из интернета. Поэтому вот это, честно говоря, такая грустная картина, которая нас часто сопровождает, когда в результате вы можете, так сказать, стать соучастником принятия такого решения, которое не только не отражает ваше мнение, оно, наоборот, противоречит вашему выбору. И когда это происходит в целой стране, а бывало так, что на самом деле лидировала другая политическая сила, а благодаря вот этим манипуляциям общественного мнения создается впечатление, что большинство за других, и они побеждали. На эту исследовательницу Элизабет Нойман произвели большое впечатление известные эксперименты Аша, Соломона Аша, наверное, вы знаете. Вот на этом я закончу, сейчас о них расскажу. Хочу просто вас спросить, понятна эта вот схема? Да? Главное, что здесь понять, что каждый человек, который замолчал, который не сказал что-то, он участвует вот в этой спирали, когда молчит потом все общество. Все общество, которое уже не способно, бывает, противостоять каким-то даже преступлениям, как это было там, в фашистской Германии и так далее. Теперь расскажу об этих экспериментах. Они были в 50-е годы, проведены Соломоном Ашем. Очень простые, когда целой группе предъявляли на экране изображение линеек каких-то, вот, допустим, вот так, или... И спрашивали там, какие, сколько одинаковых, сколько и так далее, или какая там отличается и прочее. Но на самом деле один человек был реально испытуемый, да? А все остальные, вы да, смотрели, очень на многих, первоначально был с полосками, а потом это делали и с разными шарами, цветами, и очень многими объектами другими. Но результат всегда был один, очень важный. Значит, испытуемый сначала очень правильно отвечает, а все остальные, там, актеры или подсадные утки и так далее, они говорят другое. И он начинает сомневаться в своем ответе. Надо сказать, не стопроцентно, но порядка 30% людей, иногда 50%, они начинают быть ведомыми, да? То есть говорить явно не то, что видят его глаза, да, то, что он абсолютно в чем уверен и так далее. Потом их всех спрашивали, а почему вы стали отвечать так? Ну, некоторые говорили, ну, какая разница, все так говорили, я уж подумал, что, может, я неправильно там задание и так далее. Кто-то говорил, я-то видел, что это не так, но мне проще было сказать, как все. Вот. Ну, что самое интересное, когда в этой группе подсадных уток один, там, допустим, 10 человек, все говорили неправильно, один реально испытуемый, но один человек из этих актеров, он говорил правильно. И это помогало этому человеку тоже отвечать правильно. Достаточно иногда одного человека, который скажет правдивое слово, чтобы ты тоже мог увериться в своих собственных принципах, в своих оценках, в своих ценностях. Я это подчеркиваю, потому что очень часто нам иногда кажется, что может решить одно мое слово. Вот даже на экспериментальном уровне доказано совершенно, что даже слово одного человека может изменить очень многое. Оно влияет на стоящего, сидящего рядом с вами, оно влияет на ваших друзей, оно влияет на вашу семью и так далее. Поэтому цените свое слово. Оно помогает нам все-таки более объективно отражать реальность и принимать правильные решения. Спасибо большое. Если у вас есть вопросы, пожалуйста. Ваша первая тема была про установки. Но установки обычно формируются с самого детства. Вот вы проводили какие-то эксперименты или было ли у вас в опыте, что там за какое-то время можно установку ту или иную поменять? Вот с ребенком, со студентом. Вообще как это работает? Интересно услышать ваше мнение вообще.
Спасибо. Я сама не проводила таких исследований, но просто знаю, что да, установки могут поменяться. Они могут поменяться. Просто, конечно, это тоже зависит от личности. Есть некоторые люди, которые держатся за все свои вот как бы импульсы, которые возникают, да, спонтанно. И они тогда отсеивают информацию, да, и воспринимают, запоминают и ценят только ту информацию, которая поддерживает его привычный образ жизни, его установки, его там ценности, его оценки там окружающего и так далее. Но есть люди, которые более открыты к внешней информации, и тогда для них вот этот опыт, который он получает с течением жизни, он может совершенно изменить свой как бы внутренний мир и так далее, и уйти далеко от того, что было внушалось ему в детстве. Это очень зависит индивидуально. Если хочет человек, он может от этого уйти благодаря анализу, благодаря вот этому критическому мышлению, благодаря тому, что он будет открыт, а не отсекать будет информацию. Установки очень часто меняются с положительной на отрицательную и так далее. Есть здесь очень много феноменов. Вот, допустим, есть эффект Гало, когда по одному какому-то качеству мы можем судить об этом человеке, и это у нас остается. Вот, допустим, он там закончил МГИМО, и все. Ну, как он может быть неправ, он там закончил такой вуз и так далее. Вот для некоторых это остается единственным критерием и так далее. Но это, ясное дело, что это не совсем верный такой подход. Да, это как стереотип, если МГИМО, значит, это хорошо. Ну да, это вот так, да, называется такое. Да, или есть такое упрощение, когда первое впечатление. Вот у меня такое было первое впечатление, я вот так и буду, я верю в свое первое впечатление и так далее. То есть вот такие какие-то формулы, которые на самом деле ограничивают, да, и наше восприятие, иногда наше общение, иногда мы таким образом теряем людей, которые были бы очень хорошими друзьями там, или спутниками жизни и так далее. То есть поменяться может установка, особенно если вы этого хотите. Спасибо. Стереотипы, как с ними бороться? Я подвержен стереотипам, но как-то это в жизни мне не мешало. Наоборот, может, в каком-то смысле неположительный фактор вносили. Но вот как с ними бороться? Вот девушка за рулем. У нас много девушек, как появилась за рулем. Аж страшно. Хотя, может, нечему, но страшно. Как с такими вещами там бороться? Ну, в данном случае, как бы, у вас вопрос был более широкий, но пример вы достаточно узкий. Что касается более широкого примера, не всегда надо бороться со стереотипами. Стереотипы помогают нам быстро, да, вот как-то принимать решения иногда. То есть вместо того, чтобы в каждом конкретном случае там глубоко анализировать, иногда достаточно вот использовать какое-то стереотипное решение. Так что они не случайно, так сказать, так распространены в психологии, в общении, в социальной нашей жизни и так далее. Что касается именно женщины за рулем, то мне кажется, что если вы действительно хотите избавиться от этого стереотипа, я согласна, что статистика – это очень важная вещь. Мне кажется, женщины, да, бывают иногда непредсказуемы, но мне кажется, они все-таки осторожны. Да, несмотря на то, что вот недостаточно опыта, они обычно не с такого возраста, как мальчики, садятся за руль и так далее. С большим пониманием относитесь к их ошибкам. И мне кажется, информация, только информация, больше информации, не отсекать какие-то примеры, которые нарушают ваше видение. Вот есть люди, которые просто исключают информацию, которая как-то противоречит представлениям человека. Есть люди, которые всю жизнь ищут только то, что поддерживает и подкрепляет их видение. Но это очень, в общем-то, это люди, которые с ограниченным таким видением, да, и, в принципе, мне кажется, они от этого тоже страдают, хотя, может быть, этого и не понимают. В данном случае мне, например, не хватает знаний, чтобы сказать вам, есть ли. Я, например, насколько знаю как бы физиологию женщин, здесь ведь очень важно, да, быстро принять решение, допустим, в какой-то сложной ситуации, да, чтобы запомнить там правила, соблюдать эти правила и так далее. То, что я знаю о женской психике, мне кажется, что они прекрасные водители должны быть. Но у них, мне кажется, есть неверие в то, что
они могут правильно, хорошо водить, с одной стороны, а с другой стороны, может быть пренебрежение какими-то правилами, когда они там разговаривают по телефону или занимаются параллельно какими-то делами. То есть возможно, какие-то черты, которые поддерживают такой стереотип, который есть у вас. Но... Еще один вопрос. Да, пожалуйста. Вот нисходящая спираль молчания, то есть когда люди, может, даже с другим мнением, ну, к большинству присоединяются. Религия, какую роль может сыграть в человеке, чтобы вот не быть ведомым? Да? Совесть, голос Бога в каждом из нас, если оно подсказывает что-то другое, а мы делаем как большинство. И группа людей, которые всегда находятся там, скажем, отрицают мнение большинства. Может, большинство правильное, но вот у них заложен нонконформизм. Да, ну, оппозиция или же новое, вот, о чем вы говорили, вот эта группа людей, да, чем они мотивируются? Спасибо. Ну, знаете, обычно вот когда люди всегда против в любой ситуации, это уже, мне кажется, вопрос их психологических особенностей, если не сказать здоровья психологического, потому что похоже на то, что они таким образом восполняют недостаток какого-то авторитета. Потому что понятно, когда человек всегда против большинства, он виден, правда? Вот в толпе там трудно увидеть людей, а тот один, который возражает, его видно. Но это не всегда, когда это не по существу, если возражение или критика по существу, то этот человек заслуженно получает уважение, внимание к себе и так далее. Он может сам начать какое-то новое там движение и так далее, как-то сформулировать там задачи на национальном уровне и так далее. Но если это не по существу, а всегда просто, чтобы как бы на этом фоне каких-то политических процессов свое такое не всегда заслуженное место получить, это вопрос вот недостатка авторитета, который он не совсем адекватным методом получает. Я так понимаю, что это вот нонконформизм. Есть конформизм, когда ты всегда как все, а есть нонконформизм, когда ты всегда как не все. То есть это и то, и другое не по существу, не основывается на твоих принципах, не основывается на твоих ценностях. Это формально, да? Вот вы так, значит, я по-другому. Вы сюда, значит, я уже тоже по-другому. То есть это вот проявление нонконформизма, который, по сути дела, такой же конформизм, потому что он также зависит от большинства. Только в одном случае со знаком плюс, в другом случае со знаком минус. То есть нет твоей глубинной как бы истинности, самости, да, вот твоего собственного выбора. Ты также зависишь от большинства, как и тот, который голосует как все. А что касается вашего первого вопроса про религию, я считаю, что истинно верующий человек, на него это давление не действует, потому что у него есть ориентиры вечные, они постоянно, он в них верит, и он соотносит свои действия, да, со своими религиозными принципами. Да. Он понимает, что ему отвечать не перед этим большинством, не перед теми лидерами, которых это большинство выберет, а перед такой вечной истиной. Так что на этом мы можем, наверное, закончить сегодня. Отпущу вас. Спасибо ваше за внимание большое, спасибо за ваши вопросы. Да. Я надеюсь, что вы будете вспоминать о каких-то моментах, вот в каких-то ситуациях, в которых окажетесь, и о том, что ваше восприятие тоже может вас подводить, и вы можете ошибиться, ваше какое-то эмоциональное состояние, ваша какая-то обида, которая была, да, и которая сейчас вот влияет не всегда справедливо, да, на какого-то человека. Еще первое впечатление не всегда правдиво. Да, первое впечатление не всегда правдиво. Нужно глубже узнать человека, потому что каждое впечатление имеет ценность, и первое впечатление тоже имеет ценность. Но мы не знаем, в какой момент мы увидели этого человека. Может быть, для него это был какой-то очень критический момент, когда он не был самим собой и так далее. Поэтому всегда нужно, мне кажется, вот когда вы открыты к получению новой информации, открыты к людям, да, когда вы даете возможность даже вашему оппоненту высказаться и ответить на ваши вопросы. Да.
развеять ваши сомнения. Мне кажется, это очень многие проблемы снимает. И вот я надеюсь, что в нашем обществе вот это умение выслушать, умение встретиться, умение говорить даже с такими серьезными оппонентами, оно способствует на самом деле консолидации. У нас в нашем народе сформированы очень глубинные и эффективные методы медиации, методы примирения, методы разрешения серьезных конфликтов. Так что я думаю, что все это нам пригодится, если наше общество будет свободным, конкурентным, да, когда все будут иметь желание и право высказываться и выбирать.